Яркие номера, красочные костюмы и, конечно же, язык жестов. Общение с искусством таким необычным образом сегодняшним зрителям точно по душе. Особенно Лейле Акталиевой. У женщины проблемы со слухом, поэтому она в числе самых искренних ценителей такого таланта. Мне очень понравился концерт, мы все очень довольны. Я надеюсь, что в будущем, в дальнейшем, еще будут такие же мероприятия у нас в Ингушетии, чтобы скучно не было. Слышать и различать звуки возможности не для каждого в этом зале. Глухота и нарушение слуха – одна из распространенных проблем нашего века. Для поддержки и социализации людей, которые лишены этих возможностей, артисты Пермского всероссийского общества глухих подготовили концертную программу. У нас в рамках проекта была поездка в Владикавказ и Назрань, то есть 2 республики мы захватили. Проект направлен на реабилитацию инвалидов по слуху средствами творчества и культуры. То есть вот они, ребята, через самодеятельное творчество реабилитируются, выражают себя, самореализуются. То есть это вот такой проект на развитие их как личности, как творческой личности. Без сучка и задоринки солисты отрепетировали каждый номер по несколько раз, но это не значит, что они не переживают. Выступление перед новым зрителем – ответственный момент, признается Марина Валевич. Женщина в ансамбле уже 10 лет. Я приехала выступать, показать себя, обмен опытом, общение с глухими, познакомиться. Здесь, вот именно тут, в городе, красиво. А сегодня что будете исполнять? Песни у нас разные, и русские, и маски такие. Песни разных направлений. «Наши песни на ладонях» – проект победитель 2-го конкурса 2020 года на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Его цель – привлечь внимание к потребностям людей, у которых проблемы со слухом. Особенно это важно для детей, которые растут с этим недугом. И мы в прошлом году еще хотели их пригласить, но в связи с пандемией отменилось. И вот в этом году получилось приехать у них к нам в гости и вот подать концерт для наших инвалидов по слуху, чтобы поделиться опытом, чтобы наши посмотрели и тоже начали как-то культурно развиваться. Хотя у нас есть тоже несколько девочек, хорошо поют на жестовом. Возможно, в будущем и в нашей республике появится подобный ансамбль. А сегодня представители Всероссийского общества глухих республики поздравляют с днем рождения артистку ансамбля «Поющие руки» и желают ей всего наилучшего. Уже сейчас труппа готовит новые номера. Впереди у артистов гастроли по городам России и другим странам. Такие мероприятия дебютные для нашей республики, однако многим они уже полюбились и ждут их с новой концертной программой. Хава Гагиева, Новости 24.